Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях понедельника, 11 января, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает пост по состоянию здоровья. Кто будет исполнять обязанности главы столицы? Приятный и не очень Новый год готовит для водителей ряд изменений. Озвучим основные нововведения. А для поклонников якутского кино Новый год начался с хороших новостей. Один из кинопродуктов республики вошел в список фильмов десятилетия страны. Эфиры телеканала «Якутия-24» и НВК «Саха» теперь доступны в мобильном приложении. Нерюнгринцы сделали упор на активный отдых. С чем это связано? С ограничениями или же внутренний туризм начинает набирать обороты? Ей покорилась высочайшая точка Африки. Якутянка успешно совершила восхождение на вулкан Килиманджаро. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, которая сегодня объявила о том, что покидает пост из-за проблем со здоровьем. Айсен Николаев отметил, что Сардана Владимировна приняла для себя непростое решение. Она не хочет подводить своих избирателей и горожан. Жизнь города и работа администрации столицы не должны останавливаться ни на минуту. Обсудили, кто может исполнять обязанности руководителя столицы. Глава Якутии и мэр города сошлись, что ее заместитель Евгений Григорьев справиться с этой задачей. Якутская городская дума рассмотрит заявление об отставке Сарданы Авксентьевой 14 января. Выборы главы города предварительно назначены на весну этого года. Задачей номер один на ближайшие месяцы станет массовая вакцинация от коронавируса. Об этом заявил Айсен Николаев на первом совещании оперштаба в этом году. Глава Якутии сообщил об улучшении эпидобстановки в республике. Однако наблюдается рост числа заболевших в некоторых районах, например, в Алданском и Мегино-Кангаласском. Айсен Николаев поблагодарил членов оперштаба, все структуры, задействованные в борьбе с коронавирусом, за работу в новогодние праздники. Заболеваемость в каникулы снизилась на 40%. Также глава поручил Кабмину совместно с Роспотребнадзором выстроить четкую маршрутизацию получения вакцины, в том числе разработать временные пункты для вакцинации в организациях, где работает более 1000 человек. За минувшие сутки в Якутии выявили 124 новых случая коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, из них в Якутске 48, в Мирнинском районе 12, в Нерюнгринском 10, в Алданском 9, в Мегино-Кангаласском 8, в Амгинском 7. Еще в 13 районах от 1 до 4 заболевших. Зам руководителя оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга рассказала о расширении круга лиц, которые могут пройти вакцинацию от коронавируса. Помимо медработников и граждан из группы риска, прививку теперь могут получить сотрудники социальных служб, транспортных организаций, педагоги, а также правоохранители, государственные и муниципальные служащие, работающие непосредственно с людьми. Сейчас мы находимся на этапе составления списков во всех организациях на вакцинацию. Еще раз обращаю внимание на то, что вакцинирование является способом профилактического характера заболевания, поэтому, соответственно, его проведение должно проходить по доброму желанию, по желанию людей, и, соответственно, медицинские организации готовы для того, чтобы по графику эту вакцинацию у нас в республике проводить. Для вакцинирования необходимо обращаться в поликлинике по месту жительства, либо же в централизованном порядке решать через поликлиническое звено. В первой декаде 2021 года вакцина поступила в наши сельские районы. В Амгинском и Чурапчинском районах уже прошла вакцинация. Следующая партия вакцины поступит и в наши промышленные районы, там, где большой объем. Тем временем первый случай британского штамма коронавируса выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас больной чувствует себя хорошо. По словам главы ведомства, существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус выявляют и британский штамм. Кроме того, зарегистрированные в стране вакцины также защищают от него. При этом Попова отметила, что вирус не стал более опасным, а также не делает течение COVID-19 более тяжелым, однако он стал более заразным.
разнообразен. То есть один человек может заразить большее количество, чем предыдущий вариант, пояснила она. В новогодние каникулы работы у надзорных служб меньше не становится. Особое внимание уделяют детям из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Так, полицейские из отдела ПДН совместно с сотрудниками отдела опеки и попечительства Ленского района проводят усиленные рейды по семьям, состоящим на различных формах учета. Анна Кожевникова присоединилась к ним. Новый год – это время чудес, подарков и отдыха. Прежде всего для детей. Особое внимание в новогодние каникулы обращено к детям, находящимся в социально опасном положении. Во время праздников полицейские не дремлют. Профилактическую работу с родителями начинают проводить еще накануне Нового года. Чтобы в период новогодних праздников дети у нас не ходили беспризорными, потому что люди у нас контингент же разный. У нас же есть семьи такие, что выпили за один день и могут 2-3 дня. А потом, когда приезжают со специалистами КДН, там наш ПДН, либо другие органы системы профилактики, дети бывает, что и сутки, и двое они голодные, там, или там остатки там, еды, хлеб просто так грызут. В Ленском районе 54 семьи состоит на учете ПДН, большая часть из которых проживает в городе. Поэтому сотрудники полиции отдела по делам несовершеннолетних с представителями опеки и управления образования выезжают в рейды в новогодние каникулы. В праздники проводятся мероприятия, которые будут посещать семьи, проверять их жилищные бытовые условия, также состояние жилья, также имеются ли в наличии у детей одежда по сезону, имеются ли продукты питания и само состояние семьи. То есть употребляют ли они спиртные напитки, не употребляют, следят ли за детьми, не следят. А накануне праздников для детей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, надзорные службы решили устроить маленькое чудо. И заехали не просто проверить, есть ли у них что покушать, а вручили подарки. Комитет по молодежной и семейной политике предоставил нам подарки для семей, которые находятся у нас в тяжелой жизненной ситуации. Мы вручали, ездили, поздравляли с наступающим Новым годом. Ведь Новый год – это прежде всего праздник чудес. И Деда Мороза ждут все дети, а особенно те, в чьей жизни добрые чудеса случаются редко. И как выяснилось, Дед Мороз порой маскируется за полицейскими погонами. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Традиционно Новый год готовит водителям и новые правила, приятные изменения и не очень. Так, появятся штрафы, но обжаловать их будет возможно в электронном виде. А тем, кто только собирается сдавать на права, надо готовиться к приему экзаменов также по новым правилам. Как изменится жизнь автолюбителей в этом году, расскажет Полина Долинская. 2021 год будет особо богатым на изменения для автомобилистов. Радикально новый КАП, возврат полноценного техосмотра и новые правила сдачи экзамена на права. Но и это не все. Например, в 2021 году нас почти наверняка ждет изменение главного документа – ПДД. Но обо всем по порядку. Начнем с хороших новостей. Изменения в порядок проведения медосвидетельствования отложены еще на 1 год. Приказ Минздрава об этом вступил в силу 31 декабря. Напомню, эти изменения предполагали, что все водители без исключения для получения справки должны были сдать анализы, благодаря которым стоимость медсправки могла вырасти до 9 тысяч рублей. Кроме того, делается она с учетом этих анализов около недели. Но пока водители в 2021 году могут вздохнуть спокойно. Появилась КАП и ответственность за мойку транспортных средств в запрещенных местах. За это будут наказывать штрафом от 1 до 2 тысяч рублей. Остановка на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, ровно как и проезд транспортных средств по этим объектам, повлечет штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. За остановку, парковку, проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Невыполнение водителям требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по-прежнему будет наказываться штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если в автомобиле при этом находился несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, водителя оштрафуют на 50 тысяч рублей, а прав лишат на срок от 2 до 3 лет. С 1 марта вступает в силу основная часть поправок, касающаяся проведения техосмотра. Диагностическая карта будет оформляться в электронном виде прямо в единой автоматизированной информационной системе техосмотра. На бумаге она будет выдаваться по желанию автовладельца. На техосмотре будут делаться 2 фотографии с указанием координат места съемки. Первая фотография делается перед началом диагностики, а вторая фотография делается уже по окончанию.
Одновременно со вступлением в силу поправок о законе о техосмотре вступят в силу также правила проведения техосмотра автобусов. Согласно ему, все автобусы, кроме специально оборудованных для оперативно-розыскных нужд, проверяются оператором техосмотра при участии сотрудника госавтоинспекции. С 1 апреля вступят в силу изменения, касающиеся приема экзаменов на водительское удостоверение. Один экзамен будет отменен, то есть теперь площадку в ГИБДД сдавать не надо. Но ее элементы войдут в практический экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку. Также в России могут разрешить выдавать водительское удостоверение с 16 лет. При этом до совершеннолетия подростку будет запрещено выезжать на федеральную трассу. А ездить на машине он сможет только в сопровождении опытного водителя, имеющего стаж не менее 3 лет. С 1 сентября вступает в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые разрешат обжаловать штрафы за нарушения, выявленные с помощью автоматических комплексов фото-видеофиксации и в электронном виде. Сделать это можно будет, используя портал госуслуги, подписать ее необходимой электронной подписью, которая должна быть верифицирована. Это далеко не все изменения, которые ждут автовладельцев в наступившем 2021 году, и многие из них еще требуют доработки. Зачисление первоклассников в ту школу, где уже учатся их братья и сестры, станет приоритетным правом в этом году. Об этом говорится в приказе Минпросвещения России. Подача заявления от родителей будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории или имеющих приоритетное право, будет начинаться 1 апреля, а завершаться 30 июня. Директор школы должен опубликовать акт о приеме ребенка в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема заявлений. В других случаях подавать заявление нужно с 6 июля. Прием продолжится до 5 сентября. Более 1 миллиарда рублей направят на восстановление прав участников долевого строительства 10 долгостроев в регионе. Об этом сообщила генеральный директор Фонда Якутии по защите прав граждан участников долевого строительства Наталья Чусовская. На 10 проблемных объектов, по которым идет работа по восстановлению прав граждан, будет привлечено более миллиарда рублей. Доля республики составит 103 миллиона, сказала она. Компенсация за недостроенное жилье выплачивается дольщикам за счет средств федерального и республиканского бюджетов. При этом доля софинансирования федеральных средств составляет 92%. Новый год для поклонников региональной киноиндустрии начался с хороших новостей. Якутское кино буквально через месяц выйдет на всероссийские экраны. А один из кинопродуктов республики вошел в список фильмов десятилетия страны. Подробности в сюжете Дмитрия Тымырова. Дождались и созрели. Впервые в истории отечественного кинопроката в кинотеатры страны выходит якутский фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова. По словам экспертов кино, кинокартина может заработать на этом более 16 миллионов рублей. Надеемся, что благодаря нашему этому первому прорыву якутское кино в дальнейшем будет в российском прокате уже представлено на постоянной основе, поэтому очень волнуемся и надеемся, что прокат пройдет хорошо. Премьера фильма в кинотеатрах страны запланирован на 18 февраля этого года. Отметим, что фильм «Пугало» в прошлом году завоевал гран-при 31-го престижного кинофестиваля «Кинотавр», а также ряд других наград. Между тем, еще одна якутская кинолента «Царь-птица» вошла в число главных фильмов десятилетия России, что тоже является очередным триумфом региональной киноиндустрии. То есть это говорит о том, что мы оказались в списке важных картин, которые повлияли, скажем, на сознание, на культуру, да, нашей страны. И это говорит о том, что якутское кино, как кино из регионов, оно очень серьезно, оно уже вышло на новый уровень, с нами считаются, да, за нами следят. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы наше кино дальше развивалось. По словам экспертов кино, в последнее время мировая киноиндустрия обратилась в быт и жизнь простых людей. Чем проще сюжет фильма и приземленность, тем интереснее зрителю. Думаю, что все-таки наша история нашего народа интересен. И все-таки в мировом кино нужны какие-то новые тренды, наверное. Поэтому интересуется якутским кино. Моя задача, допустим, фильмы делать, где у меня есть свои идеи, и чтобы что я сам интересуюсь именно своей какой идеей, да, чтобы эта идея гореть и
снять этот фильм, чтобы интересно было зрителям. Между тем, сами производители якутского кино не хотят фанатеть от всех этих почестей и не забывать о своих зрителях. В первую очередь фильмы производства так называемого «Made in Якутия» снимаются для региональных зрителей. Ведь именно благодаря им якутское кино сегодня стало феноменом для других стран и для Центральной России. И это большая ответственность, наверное, для нас. Нам надо сейчас не останавливаться, не смотреть друг на друга, да, там, кто лучше снимает, кто там, а я тут... То есть вот этого отношения у нас не должно быть. Нам надо сейчас быть единой командой и идти вперед. У нас сейчас впереди большая работа, нам надо подниматься наверх, делать качественнее, лучше. И самое главное, чтобы зритель в нас верил. Планы у якутских кинопроизводителей на этот год большие. Ожидается, что в этом году выйдет в прокат несколько кинокартин. Возможно, среди них найдутся фильмы, которые станут триумфаторами ряда кинофестивалей. Таким образом, якутское кино медленно, но верно получает признание жителей страны и стремится к международной киноарене. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Илья Сыромятников, Якутск. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее на нашем канале. Эфиры телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха» теперь доступны в мобильном приложении. Еренгринцы сделали упор на активный отдых. С чем это связано? С ограничениями? Или же внутренний туризм начинает набирать обороты? Ей покорилась высочайшая точка Африки. Якутянка успешно завершила восхождение на вулкан Килиманджаро. Продолжаем выпуск. Эфиры телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха» теперь доступны в мобильном приложении. В конце прошлого года закончилась его разработка, и оно стало доступным в App Store и Google Play. Установив приложение на свой телефон, вы всегда будете в курсе новостей и последних событий в республике и в стране. Доступны эфиры НВК «Саха», «Якутия-24», телеканала «Мамонт» и радио «Тетим». Теперь смотреть любимые передачи вы можете не только на официальных сайтах компании, в смарт-приложении телевизора Samsung и LG, но и в своем мобильном телефоне. К просмотру доступны эфиры НВК «Саха», передачи «Якутия-24», «Мама». Кроме того, в приложении можно ознакомиться с последними актуальными новостями республики. Радостно-волнительными стали новогодние выходные для жителей села Хатыстыр и поселка Угаян Алданского района. В преддверии главного праздника года в Белецком наследии было объявлено множество конкурсов, как традиционных, так и новых. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Снежные фигуры и ледяные городки в убранстве гирлянд преобразили улицы села Хатыстыр и поселка Угаян до неузнаваемости, а жители пребывали в радостном волнении. В праздничную декаду января подводились итоги объявленных накануне праздников конкурсов. Администрации Белецкого наслега предстояло определить лучший двор. Красочное разноцветие наступившего года в будни совсем не померкло. Go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your beat. Jingle around the clock. Новогодние конкурсы в Белецком наслеге проводятся ежегодно. В этом году просторы творчества и креатива для жителей расширились. Клубом молодых мам Гален был объявлен конкурс на лучшее семейное фото. Волшебные сказки ожили и в домах. Главной целью конкурса было укрепление семейных ценностей и традиций и, конечно же, создание праздничного настроения семей Белецкого наслега. Клуб молодых мам Гэлен образовался в 2017 году. Его деятельность нацелена главным образом на поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В настоящее время в клубе 10 молодых мам, а общее количество отпрысков превышает 30. Совмещать воспитание детей, ведение хозяйства, работу и общественную деятельность мамочкам прекрасно удается. И даже папы уже привыкли, потихоньку становясь союзниками своих жен. Прошедший впервые конкурс сразу завоевал популярность у жителей. В конкурсе приняли участие семьи из сел Хатыстыр и Угаян. Нам прислали семейные фотографии, запечатлевшие счастливые моменты праздников, традиции семьи, общесемейный досуг родителей с детьми и другие. Победителей выбрать было очень сложно, поскольку все фотографии были по-своему оригинальными.
Определить тройку лучших фотозон оказалось невозможно, и победители выявились в множестве номинаций. Оригинальность, связь поколений, дружба в семье, уют, добро и теплота были оценены по достоинству. Татьяна Вахнина, Алданский район, село Хатыстыр. В новогодние выходные нерюнгринцы сделали упор на активный отдых. Больше времени проводили на свежем воздухе. Связано это с ограничениями или же внутренний туризм начинает набирать обороты, разбиралась Екатерина Павлова. В условиях пандемии коронавирусной инфекции нерюнгринцы в большинстве своем отказались от поездок за границу в новогодние каникулы и по рекомендациям Роспотребнадзора провели праздники дома в кругу семьи. Хорошо провели в новогодние каникулы? Хорошо. Технопарки они были. Технопарк, да. Они там катались. На ледянке покататься. В общем, хорошо провели каникулы. Бабушки в гости ходили, да? Вот так. Многие нерюнгринцы вместо походов в кафе и рестораны предпочли активный отдых на свежем воздухе. И в связи с этим стали открывать для себя новые места родной земли. Одним из таких колоритных мест стал Такарикан. Те, кто добрался сюда в дни новогодних каникул, смогли отдохнуть от городской суеты, стать ближе к природе, покататься на оленях и познать самобытность оленеводов. Сзади меня находятся мои друзья. Мое тотемное животное. Олени. Мок, 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 мок. Мок, 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 мок. Они любопытные до безобразия. Такие уикенды можно считать первыми шагами в развитии этнотуризма в Южной Якутии. И еще сегодня пользуется популярностью отдых в диких условиях с полным сервисом. Это стало возможным с развитием проекта «Дикий кемпинг». Также активные нерюнгринцы, любящие экстремальный отдых, зимой могут с пользой провести время на горнолыжной базе и с детьми на ледяных горках в парке. Нерюнгринцы знают, что зимой дорога, к счастью, выложена снегом. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. 2 года верхом на конях от Аймикона до Лондона якутянин Дугуйдан Винокуров и англичанин Никита Греция планируют преодолеть на якутских лошадях 15 тысяч километров. Канал НВК Саха снял об этом цикл передач. Елизавета Васильева подробнее. «15 тысяч километров верхом на конях от Аймикона до Лондона». Дальняя экстремальная поездка уроженца Аймикона Дугуйдана Винокурова и англичанина Никита Греции начнется уже в феврале и продлится 2 года. Путешественники возьмут с собой всего 4 коня. Планируют по дороге открыть собственный YouTube-канал. Никита Греции уже в декабре прошлого года приехал в Якутию, чтобы получше узнать якутскую лошадь. Особенность с якутскими лошадьми – это разница большая, потому что они сильно отличаются от других лошадей. Ну, они не домашние. Домашние лошади привыкли, там люди постоянно ее кормят, все ухаживают, да. А вот более мягкие. Они к этому не привыкли. То есть она может тебе за секундочку решить, и она тебя ударит. Поэтому надо чуть по-другому. И вторая большая разница – это как их надо оседлать. Ну, это связано с характером. НВК Саха снял 8-серийную передачу о подготовке ребят к поездке. Операторами и режиссером проекта выступили Радомир Томский и Александр Слепцов. Съемки проходили в конебазе Джекей в Аймиконе при экстремально низкой температуре. Замерзала абсолютно вся техника. На это не стало преградой. Наоборот, передала всю атмосферу. Аналогичных таких съемок у нас в творческом отношении никогда не было. Там стояло градус ниже 58 градусов по Цельсию. И вот таких долгих работ съемочных в открытом пространстве никогда не было. Из-за этого, исходя из этого, мы набрали очень много опыта. Поездка не носит научный смысл. У путешественников цель одна – это попробовать пройти 15 тысяч километров всего на 4 лошадях. У них цель просто доехать, потому что никто этого не делал раньше до них. То есть, может быть, не то, что может быть, а точно делали такие длинные переходы, но меняя лошадей. То есть через каждые 50-100 километров меняли и уже свежую лошадь брали. А вот сейчас их задача именно на одной лошади поехать. Хотят проверить, возможно это или невозможно.
Проект «До Лондона» на якутских лошадях запустят уже 11 января с понедельника по четверг. Начало в 9 часов вечера в эфире телеканала НВК «Саха». Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Якутянка Сардана Ушницкая покорила высочайшую точку африканского континента – вулкан Килиманджаро. Его высота 5895 метров над уровнем моря. Килиманджаро входит в список 7 вершин планеты и территориально находится в северо-восточной части Танзании. Восхождение на вулкан проходит в группе в течение 7 дней. Дистанции трекинга в среднем 12-18 километров в день или 6-8 часов. По статистике до вершины доходят лишь 30% покорителей. Отметим, что предприниматель Сардана Ушницкая в прошлом году получила значок и удостоверение «Альпинист России». В копилке ее восхождений вулканы Камчатки, Бургузинский хребет в Бурятии. Кроме альпинизма, Сардана увлекается мото- и велоспортом, автопутешествиями и американским футболом. Очень тяжело, очень тяжело. Было сложно, было трудно, но мы это сделали. Эмоционально, физически. Всем пока. Мы теперь назад. Все, сейчас. Пока-пока. С чувством выполненного долга идем вниз. Таким наши корреспонденты увидели уходящий понедельник. Не забывайте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.